8 месяцев вместо 2 лет. Именно столько времени провел за решеткой Саид Можаев. Молодой человек, поддавшись влиянию вербовщиков, отправился в Сирию. Свою ошибку парень осознал сразу по прибытии в чужую страну. Ему удалось вернуться домой. Здесь он незамедлительно обратился в госорганы с явкой с повинной. Это и явилось причиной сокращения срока наказания. Это говорит о том, что он добровольно прекратил участие в НВФ на территории Сирии, вовремя принял правильное решение. Конечно, было бы лучше, если бы он вообще не совершил бы эту глупость. Сегодня молодого человека выпустили на свободу. По такому радостному случаю в доме Можаевых собрались знакомые, родственники и правозащитники, те, кто помогал семье выбраться из тяжелой ситуации. Случай искреннего раскаяния заинтересовал и федеральные СМИ. Сегодня мама Саида полна счастья. А еще недавно женщина проводила дни в полном отчаянии и грусти. Жить от звонка до звонка было невыносимо, рассказывает женщина. Уехал, якобы сказав, что он едет учиться в Турцию. На тот момент, конечно, я понятия не имела. А после того, как вообще я узнала, это, конечно, просто так словами не передать. Каково это было переживать эти моменты. Конечно, я сразу к нему собралась и уехала туда. Но он сам изъявил свое желание, чтобы домой вернуться. Попав в беду однажды, сегодня Саид спешит предостеречь молодых людей от необдуманных поступков. Хотел бы обратиться к молодежи, чтобы они не совершали тех ошибок, которые я совершил. Да? Я сам это все увидел. Как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Хотел бы обратиться также к родителям, да, наших молодых людей, чтобы уделяли внимание, да, своим детям, чтобы именно вот этот интернет, короче, служит всему. Вот люди занимаются вербовкой, вербуют молодежь, чтобы они в дальнейшем, да, участвовали в этих боестолкновениях, в которых гибнут молодые люди. Вообще непонятно, за что они туда едут. До лишения свободы Саид учился в техникуме. Сегодня молодой человек мечтает получить профессию и трудоустроиться, чтобы помогать своей семье. Ему 22 года, и у него подрастают 2 маленьких детей. Дать им правильное воспитание – вот первостепенная задача молодого отца. Розана Цамаева, Ибрагим Джамалдаев и Дени Хавхаров. Новости.